Не ганьбацца збіццём, жорсткімі допытамі, выдаваннем вялікіх тэрмінаў турэмнага зняволення нават непаўнагадовым. У свае 17 год Александр быў асуджаны за ўдзел у акцыях пратэсту, але не стаў чакаць адпраўкі ў турму для дарослых і пакінуў краіну. Цяпер ужо 18гадовы беларус распавядзе пра любоў да радзімы, удзел у акцыях пратэсту і трагічна загінулага сябра Дмітрая Стахоўскага. Меня зовут Александр, мне 18 лет. Я уехал из Беларуси в июле в Украину. Я учился в лицее 12-м, строительном. И там общежитие было. Я там проживал. До этого ты проживал в каком интернате? До этого в детском доме втором. Во втором, да. Но он закрыт сейчас, да. За мной началось преследование по статье 293, часть 2. Что это за статья? Массовые беспорядки. Я участвовал в протестных акциях против режима. Я ходил на акции, там мы увидели, мужчины катят катушку с-под кабеля строительную. Мы решили помочь и катили. Помогали мужчинам. И воспитатель с общежития увидел на видео нас с Димой и сказал сотрудникам милиции, что мы это делали. Это было в августе, уже с 9 на 10 или с 11 на 12, точно не помню. Мы начинали ходить с июля, когда еще были разрешенные акции, митинги за участников выбора. И до августа посещал, до 18 августа, да. Почему до 18 августа, почему перестали ходить? Потому что меня тогда на 18-го вызвали в суд, и я приехал на суд, и мне за мое бурное детство меня закрыли в училище закрытого типа. Но этому толчок был то, что я участвовал в массовых беспорядках. То есть это доказать не могли, но было понятно то, что я посещаю, потому что они видели, что меня ночью нету. Нас с Димой нету ночью. Они нам об этом говорили, но мы отрицали, мы не посещали, мы там у друга ночевали, там гуляли, вот такое вот. Я особо ничего плохого не делал. Срок мне дали, до совершеннолетия. Вот. Ты сколько отсидел? Это 11 месяцев вышло, да. Потом хотели меня закрыть, после совершеннолетия, по выходу моему, хотели меня закрыть на кресте, на ИВС, чтобы я ждал своего суда, чтобы я никуда не сбежал, такое вот. Но появились поручители у меня, помогли мне, чтобы я был на свободе. Вот. С поручителем ты имел право ждать суда на воле? Да. Они поручились за меня и... Можешь сказать, кто эти поручители? Не могу сказать. Прошел суд, и там сразу стало понятно то, что приговор уже написан, потому что свидетели сразу говорили одно, когда судья у них спросил, а когда уже прокурор начал задавать им вопросы, они стали менять свои показания. То есть, понятно, что все уже написано было заранее, что будет. Я сразу вышел из зала суда, и я понял, что нужно мне уезжать. Потому что если я не уеду, меня закроют. То есть я буду сидеть опять. Часто вспоминаю Диму, особенно когда я уже нахожусь в Украине. Вот. И вспоминаю хорошим словом его. Но и вспоминаю режим, который довел его до этого. То, что нужно что-то делать. С девушками Дима к этому относился нет. Он больше работать хотел, программистом хотел быть. Вот. Программировал постоянно, какие-то программы делал. Вот, когда все это начиналось, какую-то программу сделал, соцсеть тоже, где можно переписываться и тебя не вычислят, что такого. Хочется, чтобы поскорее все это закончилось очень. Надеюсь на это, я, думаю и знаю, что это закончится скоро. То есть говорю, что, знаю, потому что, хочется, чтобы это произошло. Хотя это, сейчас я вижу, какая ситуация, и сложно в это поверить.
Дима – это очень хороший человек. Он всю свою жизнь, он с детства увлекался политикой, я знаю. Ездил в Италию, был администратором игры Clash of Clans. Ну и случилось так, что он покончил жизнь самоубийством. То есть его до этого довели. Ну, написали то, что он был в алкогольном опьянении. Зная Диму, он алкоголь очень плохо переносил. Вот. Было такое один раз, выпил он, но ему очень плохо было, и но он не пьющий человек, я знаю. Он не мог быть выпившим тогда точно. Это все сделали, как будто он был пьяным, и это сделано на пьяную голову, то, что он не мог думать своей головой, и по записке видно, то, что пьяный человек такого не напишет, как он написал. Но он написал то, что виной всему Следственный комитет, то, что на него давили очень сильно, то, что он сожалеет, то, что прожил так мало. Вот. Он сказал то, что у меня не было выбора, и все. Он очень сильный человек. Я не верю, чтобы он из-за пустяков это решил сделать. Вот. Но это его решение, я не знаю. Я тогда не находился с ним рядом. Вот. Так бы, может, я бы поговорил с ним, отговорил, если бы знал бы. Потому что я читал комментарии, там писали то, что он кому-то говорил о суициде. Вот. И все смеялись, думали, что это шутка. Он был у меня как родной человек, я с ним жил очень долгое время, 15 лет, в одном детском доме. Мы с ним в одно время заехали, и с нами еще девочка, подруга моя, с ней тоже до сих пор общаюсь. В Беларуси это все скрывали, то есть его тайно кремировали, люди предлагали свою помощь финансово, чтобы его похоронили как человека. Но колледж решил так сделать, его кремировали и все. И очень долгое время никто не знал, где его стоит прах даже. Вот. Дима постоянно смотрел канал Нехта, вот это. Я что-то, с ним общался же. То есть он мне рассказывал, и я потихоньку в это вникал, и мне стало это нравиться очень. Я сам начал что-то, смотреть видео разные. Я люблю свою очень страну, Беларусь, где я родился. Но когда я это читал, я понимал, что тут жить нельзя оставаться жить. То есть и надо что-то или менять, или же уезжать с этой страны. Вот. Мы пытались поменять что-то, не получилось, и пришлось уехать с этой страны. Хотя очень жалко и хочется вернуться. Я надеюсь, скоро вернемся.